позволила сегодня пригласить наших новых друзей. Это учащиеся физико-математического лицея, я не побоюсь этого слова сказать, одаренных детей с математическими уникальными способностями со всей республики. И эти ребята, свободные от своей математики, физики и других точных предметов время, приготовили и для читателей нашей библиотеки, и для участников клуба «Алый парус» концерт. Этот концерт музыкальная поэтическая композиция, да? Вот. Эта композиция посвящена Всероссийскому дню матери. Этот день мы уже отметили, уже прошел день, да, но у них-то накопилось информации. И вот творческий такой порыв мы сегодня решили посмотреть, оценить, и чтобы мы сегодня подружились. И эта встреча была не последней. Так что я приглашаю, наверное, да? Еще можете показать своим делом, уже обещали. Называется она «Альтруизм как образ жизни». Вышла в рубрике «Красного знамени не хлебом единым». Центр досуга и кино «Октябрь» в Сыктывкаре широко известен. Там проводится много мероприятий социальной направленности для людей разного возраста, а также различных возможностей и способностей. Сегодня мы хотим рассказать читателям о некоторых аспектах деятельности коми-регионального общественного движения, общественно полезной социальной помощи людям, попавшим в сложную жизненную ситуацию. Альтруисты. Под таким названием оно зарегистрировано Министерством юстиции в прошлом году и входит в объединение «Сплав» – спортивно-профилактика лечебная ассоциация волонтеров, созданная Константином Бадокиным. Константин Бадокин, ребята, сегодня здесь присутствует. Он не только организатор этого движения, он еще фотограф и очень талантливый человек во всем. Альтруизм определяется так: нравственный принцип поведения, означающий способность бескорыстно жертвовать собственными интересами в пользу интересов другого человека. Участники движения помогают тем, кто нуждается в моральной поддержке и сочувствии. Это объединение неравнодушных к чьей-либо беде людей. При Центре досуга и кино «Октябрь» оно находится с 2007 года. А начиналось все так. Еще во времена перестройки Евгения Жданова остро сопереживала детям, подросткам, искренне желая уберечь их от негативных явлений окружающего мира. Помимо тех, кто пережил жизненную трагедию, она привлекала людей с ограниченными возможностями, но с жаждой к творчеству, самореализации, веры в себя, а также тех, кто хотел им помочь. Вначале они проводили мероприятия там, где удавалось, а когда Центр досуга «Октябрь» предоставил им свое помещение, объединение окрепло, появилась стабильность. В течение многих лет каждый вторник вечером двери центра приветливо открыты для репетиций, актеров и всех желающих принять участие в спектакле. Совершенно искренне участники движения «Альтруисты» считают Октябрь родным домом и с благодарностью получают всю возможную помощь специалистов и директора центра Илины Олеговны. Руководит движением Олег Юдин, еще один известный человек, Олег Викторович. Просто те, кто не знает, я думаю, им интересно узнать, что про этих людей пишут в газете. Это всегда интересно. По профессии он юрист. В прошлом году избранный председателем Совета. Человек очень порядочный, с активной жизненной позицией, не приемлющий равнодушие. Он возглавляет дискуссионно-поэтический клуб «Алый парус». Вот те участники «Алого паруса» здесь, многие, активисты, я бы сказала. Придумывает сценарии литературно-музыкальных вечеров, проводит их, пишет стихи, пьесы, прозу, внимание, музыку, исполняет свои песни, а координатор движения Галина Ильинична, она тоже здесь есть. Замечательная женщина. Галина Ильинична, ребятам покажу. Вот она. Ой, вот она, наша участница. Да. Участница. Да.
Вот Галина Ильинична, филолог, журналист, медик и еще и специалист-кружевница, имеющая еще несколько профессий. Как мы много узнали. Здорово. Нет, наверное, крючком. Безвозмездно она оказывает психологическую помощь по телефону доверия в Сыктывкаре 32 11 13, по которому, бывает, звонят из многих городов России. За помощью к ней обращаются люди, попавшие в сложную жизненную ситуацию. Каждому специалист старается помочь раскрыть их способность состояться как творческой личности. Галина Ильинична предлагает им глубоко продумать ответы на вопросы, что вы любите и умеете делать, какими еще профессиями хотели бы овладеть, чего хотели бы добиться в жизни. У многих из них непростые судьбы. Это люди разных профессий. Некоторым важно выйти из депрессии, другим избавиться от комплексов и фобий. Влившись в коллектив, они расцветают, реализуют свои творческие возможности. Неординарных, ярких людей много. Одна из них – Недьяна Энкала Телес Югот, псевдоним ее творческий. Она талантливый художник, поэт. Ей свойственно философское осмысление жизни, природы, мироздания, человека как частицы космоса, Вселенной. Было организовано много выставок ее работ в музеях. Художественные работы неоднократно демонстрировались в центре «Октябрь». Человек с особенной судьбой – Инна Булыкина. Она служила начальником части прогнозов и информаций, докладывала синоптическую обстановку адмиралам, командующим Северного военно-морского флота на Кольском полуострове. В коллективе состоялась как актриса театра, любимица публики. Директор театра Светлана Вильданова, мастер, конструктор-модельер, модель. Приглашает к участию таких же талантливых специалистов, многогранную Елену Турову, изысканную Людмилу Каданеву и многих других. Желающие обучаться в студии восточных танцев Светланы Белоконь. Тут на странице 8. Настоящим подарком судьбы считают актеры и зрители появления в коллективе педагога-психолога Милены Куликовой с танцевально-хореографическим ансамблем «Искра», в котором выступают дети разного возраста из малоимущих и неблагополучных семей. Милена – разносторонне одаренный человек, прекрасная ведущая, пишет сценарий, стихи, музыку, профессионально поет. Спектакль театра проходит не только в Центре досуга и кино «Октябрь». Коллектив принимает активное участие во многих общегородских мероприятиях. На празднике Масленицы, Сыктывкарском Арбате, Днях города и других. Каждый сценарий продумывается тщательно. Роли, костюмы, музыкальное сопровождение, обязательный доверительный диалог со слушателем. Поэтому спектакли – своеобразная психотерапевтическая помощь участникам. Зрители вовлечены в действие наряду с актерами, которые помогают им поверить в себя. Важно бережное к ним отношение. Они должны получить позитивный эмоциональный заряд, что положительно сказывается на их самочувствии и приближает их выздоровление. Так, на спектакль «Костюмы народов России и мира» педагог-психолог Лариса Федорова привезла на такси Елену М. В результате положительного эмоционального воздействия пациентка резко пошла на поправку, смогла в сопровождении сиделки совершать длительные прогулки. А затем, в скором времени, актеры встретили в зале почти здоровую и миловидную женщину. Сейчас Елена не нуждается в помощи сиделки. Атмосферу одухотворенности и душевного тепла отмечают участники литературно-музыкальных вечеров, на которых помимо коллектива клуба «Алый парус» свои произведения исполняют не только сыктывкарцы, но и гости столицы. Кстати, литераторами «Алого паруса» издано 3 выпуска сборника стихов и прозы «Дорогой добра» и несколько персональных. Общественное движение «Альтруисты» приглашает мыслящих, творческих, интересных и ярких участников на мероприятиях в Центр досуга и кино «Октябрь». Журналист Людмила Вяткина. Вот такая замечательная статья о тех, кто сегодня рядом с нами. Про их такую важную, нужную
и разнообразную творческую жизнь. Очень приятно. Очень, да. Мы гордимся тем, что мы с вами знакомы. И что вы у нас бываете так часто. Да. Спасибо. Замечательная статья и хороший журналист.